бодрое и веселое утро вместе с Салом Хамсадо. Доброе утро, дорогие радиослушатели, доброе утро, страна. Утреннее шоу «Салом Хамсадо» в эфире. Итак, это рубрика «Звездный час». У нас новый сезон, друзья, и как мы и обещали, с появлением и с начинанием нового сезона у нас в гостях теперь еженедельно будут звездные гости. А первым гостем октябрьского сезона нашего нового стал настоящий чемпион. Спортсмен и просто красавчик Сомон Махмадбеков, человек, который совсем недавно вернулся из Китая с золотой медалью. Сомон, доброе утро. Ассаламу алейкум, всем доброго утра. Как дела, как настроение, Сомон, у вас? Ничего, все хорошо, спасибо. В первую очередь, конечно, хотелось бы поздравить вас с золотой медалью. Спасибо. Вы первый в истории Таджикистана дзюдоист, насколько я знаю, который на азиатских играх завоевал золото. Да. Все верно? Да. Как вообще вас встретили? Какие у вас чувства? Что вы почувствовали, когда вы завоевали медаль? Вот когда вы уже поняли, что все, первое место ваше, вы лучший. Давайте об этом поподробнее поговорим. И начнем, пожалуй, с того, как вообще прошли азиатские игры для вас. Ну, азиатские игры прошли очень успешно. Я был готов на все 100%. Угу. И так получилось то, что мы прилетели туда 22 октября, Угу. и уже через 3 дня я уже боролся на этих азиатских играх и смог завоевать золотую медаль. Вы одни из первых начали, получается, соревнования начали, и одни из первых вернулись. Потому что, насколько я знаю, некоторые наши спортсмены до сих пор в Ханчжоу, они до сих пор выступают в азиатских играх, но вы уже неделю, наверное, как здесь. Да, ну, у нас все проходит в один день, а Ага. вот у остальных видов спортов у них длятся, например, у бокса там неделю, Угу. и мы вот отборолись, и на следующий день уже прилетели обратно домой. Вы до этого были в Ханчжоу когда-нибудь? Нет, первый раз я. И как вам город? Как вам в целом организация азиатских игр? Но организация была на высоком уровне, все было отлично. Это такая у нас была одна деревня, и Мгм. все спортсмены жили в одном месте. Мгм. Столовая такая большая запомнилась. То есть своих спортсменов, соперников вы видели, получается, в деревне? Да, да. Пересекались, вы общались там? Ну, с кем знаком, да, общался так. А вот, получается, вы боролись с палестинцем, Да, с кыргызом Ага. и с с южнокорейцем. казахом и с южнокорейцем. Ага, и с казахом тоже Да. у вас была схватка. Вы видели с ними, получается, в деревне, вне татами? Да, да. Я Здоровались? вот, с киргизом и с казахом в хороших отношениях. Да, Да вы что? с ними, да, так общались немного. Мгм. И как вообще, какая была обстановка? Вас мотивировали как-либо, всех спортсменов, которые жили в деревне? Там, может быть, тренинги какие-то проводили? Или это место было исключительно для отдыха и для еды? Ну, мы упорно тренировались для этого дня, чтобы выйти и показать себя. Мгм. И нам так удалось, то, что вот выиграть. Даже там, в деревне, у вас было время на тренировки? Да, конечно, нам надо всегда быть в тонусе, Мгм. там перед соревнованиями хотя бы час разминку сделать, так, Мгм. продышаться немного, чтобы во время встреч не было так тяжело. С вами было много и других дзюдоистов из нашей страны, которые выступают в других весовых категориях, но тем не менее вы все были вместе. Вы общаетесь между собой, вы вообще дружите? Да, у нас одна дружная семья, можно так сказать. Мгм. Семья у нас такая братская. Мгм. Все общаемся вместе. А во главе стола, наверное, за ужином Тимур Рахимов со своими плюс 100 килограммами, да, весовой категории? Да, Тимур и у нас еще есть Комушо Ступирон, Мгм, мгм. капитан команды. Вы все вместе, прям получается, как дружная семья, и ужинаете, и обедаете, и завтракаете вместе, и тренируетесь? Да, да, так. И мы жили там 5 человек в одной комнате, 6 человек в другой. Мгм. В одном месте все еще, в одном этаже все жили. Мгм. Ваши тренеры тоже с вами поехали? Да, тренеры поехали, с федерации еще
все вместе были. Мгм. Расскажите, пожалуйста, а вот вы друг друга перед тем, как выйти на татами, мотивируете? Или вы остаетесь наедине с собой и просто начинаете настройку на бой? Но я люблю больше так сконцентрироваться на своем, Мгм. чтобы никто так не мешал, потому что ты, когда выходишь на татами, там уже ты сам должен управлять своими эмоциями, чувствами. И так хочу, чтобы было всегда Мгм. холодная голова у меня. Мгм. А если вдруг к вам кто-нибудь подойдет перед выходом на татами и там пару слов мотивационных скажет, как вы отреагируете? Ну, никак, просто... А бывало такое? м, Ну, бывает, конечно, бывает, да. Там приходят, желают удачи Мгм. и так. Это больше, наверное, раздражает спортсменов, нежели их там мотивирует. Ну, как-то мне так, без разницы. Мгм. Вы уже ничего не слышите, Да, я никого не видите. фокусирован просто на своем. Так, а я вот знаю, что некоторые спортсмены перед большими соревнованиями, они там чаще всего слушают музыку какую-либо, настраиваются на предстоящую схватку, либо, я не знаю, разминкой занимаются. А что делаете вы? Ну, я вот стараюсь так сконцентрироваться на своем, там думать, например, о предстоящей встрече, как надо бороться, что надо делать. И так стараюсь не отвлекаться. А дзюдоисты анализируют своих соперников? Да, конечно, в дзюдо надо, думать головой, чтобы обхитрить соперника. Это не просто там повалить его. Это дзюдо, как переводится с японского, это гибкий путь. Мгм. Ты должен перехитрить соперника, быть умнее его. Это плюс еще и философский какой-то такой вид Да, спорта, да. да? А вас этому на тренировках обучают? Думать о том, как правильно поступить? Ну, конечно, мы тренируемся, натачиваем свою технику, Мгм. тактику, именно во время тренировок. И когда на соревнованиях выходим, уже должны показывать это все. А что важнее в дзюдо? Ну вот сообщите мне, как человеку, который далек от дзюдо, тактика или все-таки техника? И то, и другое важно. Тактика. Без техники тебе тяжело будет выигрывать. Ты должен быть техничным Мгм. и тактичным. Потому что есть такие соперники, которых очень тяжело бросить. И ты можешь их чисто так обыграть по замечаниям. А каким образом их тяжело бросить? Ну, У вас они же ведь тоже тренируются. Так. Да. Ага. И- Они в смысле уворачиваются? Ну да, бывают такие крепкие очень ребята. Их именно надо обыгрывать Тактично. да. Мгм. И кто, на ваш взгляд, самый ваш такой сильный соперник за всю историю ваших выступлений? Самый сильный. Мгм. М, С кем было сложнее всего на вашей памяти? Есть Вы такие? знаете, мне со своим братом очень тяжело бороться. Бывает. С братом. Да. Мгм. Вот как раз давайте о нем поговорим. Давайте вообще поговорим о том, как началась ваша карьера и как вы первый раз вступили на татами. Когда это произошло? Сколько лет вам было? Ну, я сколько себя помню, я на ковре уже. Мгм. Я помню, когда мы в детском садике были, дядя меня и моего брата забирал всегда. И мы там нехотя ездили на тренировки, тренировались так каждый день. И вот уже в возрасте, 7-8 лет я уже так начал уже упорно тренироваться. Махматбек Махматбеков. Он тоже довольно-таки известный дзюдоист, спортсмен, который выступает за сборную России. Он тоже добился больших успехов, у него множество наград, и он является вашим братом. Но это я объясняю всем слушателям, которые, возможно, вдруг этого не знают. И у вас разница совсем небольшая, 5-6 месяцев. Да, полгода. И вы вместе начали тренироваться. И всю жизнь, получается, вот тренируетесь вместе. Да, в принципе, так. Мгм. Но из-за того, что вы выступаете за разные сборные, бывало такое, что вы становились соперниками друг друга. Да, пару раз. По юношам мы еще
много раз пересекались там, на Ага. таких международных турнирах. А вот по взрослым, да, было один раз в Казани. В Казани. Так. И тогда он вас обыграл, ну, или как правильно это говорить? Да, обыграл. Обыграл, да. Вот. Больше вы на больших международных соревнованиях не пересекались? Нет, только вот в Казани. И сейчас я сменил просто весовую категорию, Мгм. и он борется в 73, я 81. У вас 81 килограмм. Да, 81 килограмм. Это вы за последний год изменили категорию? Да, я уже как год борюсь в этой весовой категории. Вы выступали в Токио, вы также выступали на Олимпийских играх, дошли до 1/8. Да, к сожалению, там немного не получилось у меня. Азербайджанец Да, Рустам, по-моему, вас обыграл. Маврудев, да, я так пропустил вначале Мгм. оценку и так и не смог отыграть ее. Обидно было. Очень. Но при этом вы слабо показали свои эмоции. У вас вообще, знаете, по вашим эмоциям никогда не понятно, вы рады или вы озлоблены, или какой у вас настрой. Да, Почему? так, не знаю, так получается, что я так особо не показываю свои эмоции. Вы очень сдержанный. Да, получается так. Я бы подумала, что все дзюдоисты такие, но посмотрев на других ребят, нет, все-таки есть более такие раскрепощенные. А Да. почему так получилось? У вас характер по жизни такой? Ну, я сам по себе такой, ну, как сказать, скромный такой. Да, но это видно. Да. И многие наши подписчики, ваши поклонники, люди, которые следят за вашей спортивной карьерой, тоже это всегда замечают. Очень много комментариев мы получили о том, какой вы скромный и сдержанный, и наоборот, они делают комплименты в вашу сторону, они еще больше поддерживают вас, и, наверное, вы оставляете пространство такое вашим любителям дзюдо вообще и вашим сторонникам для того, чтобы они выражали свои эмоции. Мы, когда смотрим ваши, например, схватки или там в любой вид спорта, мы, люди простые, какие у нас очень много эмоций, с нас прям прет вот эта вот вся активность. А когда мы видим сдержанного спортсмена, это сначала настораживает, но потом располагает, наоборот, еще больше. Да, я сам по Это себе круто. не такой эмоциональный. Мгм. Я такой более- А как более вы сдержанный. переживаете вообще эмоции после поражения, там, например? Вот не сложно ли держать все в себе? Или, может быть, это вы на людях более сдержанные, а когда остаетесь один на один, начинается битье тарелок? Нет, это очень тяжело. Вот когда тем более ты проигрываешь, то стараешься, ну, забыть об этом. Мгм. Только ну, у меня получается только на тренировках все это забыть. Мгм. Я тренируюсь и обо всем этом забываю. То есть пар выпускаете на тренировках. Да. А нет такого, что вы там можете поорать в подушку или не в подушку, куда угодно? Или сорваться, наоборот, Нет, на кого-нибудь? сорваться не могу так. А про себя, конечно, я думаю, то, что вот сколько я тружусь, Мгм. и вот иногда так проигрываю, обидно. Конечно, бывает очень обидно. Слушайте, а вот у меня вопрос. Вы вообще когда-нибудь с кем-нибудь ругались в своей жизни? Да, конечно, бывало. А как вас можно вывести? Что нужно такое сделать, чтобы Сомон Махматбеков наорал на тебя? Ну, это я так... Меня так видят на татами, то, что я такой сдержанный. Ага. А в так жизни? нет, в жизни я не такой сдержанный, как Бывает такое, что даете все-таки волю бывает, да. эмоциям. Но это здорово, невозможно быть, мне кажется, всегда сдержанным. Это уже опасненько чуть-чуть для психики. Хорошо, Сомон, вот мы с вами поговорили об азиатских играх, вы завоевали золото. Вообще, когда вы туда ехали, у вас уже был 100% настрой. И догадывались, предчувствовали точнее, что все-таки вы победите? Ну, я очень упорно тренировался, сильно прям, чтобы выйти и показать то, что я хотел себе именно доказать то, что я могу выиграть Мгм. золотую медаль. На азиатских На именно азиатских. играх. Да, Так, потому в целом у что вас очень много. азиатские игры, они тоже, как Олимпиаду, проходят раз в 4 года. Мгм. Очень престижный турнир, и хотелось, конечно, показать прям максимум свой. Конечно, и там очень много стран-участниц в азиатских играх, Да, в том числе и Япония тоже. японцы, да, были, корейцы были,
участвовала. Из палестинца, казаха, кыргыза и корейца кто вас, не сказать бы, напугал больше всех, а к кому вы готовились еще тщательнее? Ну вот корейцу, потому что он у нас был первый номер. Мгм. Он свежий призер чемпионата мира, Мгм. который проходил в Дохе. И к нему я прям сильно настраивался, смотрел там его схватки, изучал его. Мгм. И так вышло, когда мы вышли с ним. Первую минуту он начал очень активно бороться. Как только я его поймал на оценку, и все, он начал теряться уже. И вместе с ним стало уже намного легче бороться. И с одной оценкой смог выиграть свою встречу. А эта оценка называется В Азаре. в Азаре. Да, Потом это есть полпобеды. полпобеды. Есть ипон. ипон, это вот Это все. чистая победа, Очко. да. Это вот одно очко, целая чистая победа. А еще есть, по-моему, Еще есть замечание Шида, Ага. и, ну, и в партере там удержание, Мгм. болевой и удушающий можно делать у нас. мгм, 3 ипона. 3 ипона. Все, хорошо, у нас будет сейчас небольшая рекламная пауза. Дорогие радиослушатели, не переключайтесь. Далее мы вернемся в эфир и продолжим беседу с Умоном Махматбековым. Бодрое и веселое утро вместе с Салом Хамсадо. Здесь у нас в рекламе говорится о том, что с Джамилей и с Фирдаусом утро проходит лучше, но Фирдауса нет, он у нас в командировке, при этом он передавал вам большой-большой привет и поздравления, конечно же, и также он хотел задать вам один вопрос, который я, с вашего позволения, передам вам. Он спрашивает, в общем, мой соведущий Фирдаус, а квартиру уже подарили? Ну, квартиру должны на днях уже всех спортсменов, наверное, собрать. И потом должны вручить квартиру. Мгм. Ну, вы уже представляете, в каком районе она будет находиться? Есть информация? Нет, пока я не знаю. Пока не знаете. А, Но вроде в центре обещали. Не знаю, я точно не могу сказать. Но Ну, вот хотелось поблагодарить Мгм. мэра города Душанбе, уважаемого Рустама Мали, за такую мотивацию, поддержку нам, спортсменам. Это очень приятно, то, что нас вот так вот поощряют за Мгм. наши результаты. Да, это очень здорово, это замечательная инициатива, и мне кажется, это достаточно-таки хорошая мотивация. Да, да. Ну, то, что дальше стремиться Мгм. и выигрывать. Это круто. В этом году у вас было несколько больших соревнований, и в целом мы за кадром тоже обсуждали эту тему, что год достаточно успешный. Это как бы не сглазить, да? Впереди у вас еще снова будет шлем большой. Да, да. Этот год очень плодотворный такой. Мгм. Я смог в Ташкенте в марте взять бронзовую медаль на большом шлеме. Потом через 2 месяца в Душанбе у нас прошел гран-при. Гран-при золото вы взяли. Да, Мгм. я смог выиграть. И через неделю в Казахстане тоже смог выиграть золотую медаль. Мгм. И впереди в Дубае И сейчас будет большой шлем. в Абу-Даби, да. Мгм, в Абу-Даби. 24 октября сейчас туда готовимся. Скоро 8 через 2 дня уже улетаем в Сочи на Мгм. тренировочный сбор. Там будем до 16 обратно в Душанбе. Здесь такая будет уже предсоревновательная подготовка. Мгм. И 24-го, дай бог, там уже будем бороться. Вы сказали, что ваш брат ваш самый такой сильный соперник. И недавно он тоже участвовал в Гран-при в Душанбе. Да, он тоже выиграл, и через неделю в Казахстане тоже смог выиграть. И тоже золотые медали Тоже он золотые. взял, но при этом вы уже в разных весовых категориях. Да, он в 73 выиграл, я в 8. А если бы вы были в одной весовой категории? Ну, Как думаете, кто был бы первый? Каверу показал бы, кто сильнее. Мгм. А вы перед тем, как выйти вдвоем на татами, вы общаетесь друг с другом? Ну, конечно, так поддерживаем друг друга. Мгм. Вот именно перед финальными встречами так мотивируем друг друга.
Мгм. Вот так вот. А когда вы были на азиатских играх, может быть, по телефону общались, он давал советы какие-нибудь, или вы... Ну, желал удачи, да. А он в это время тоже боролся на большом шлеме. в Да, Баку. да, вот я об этом и говорю. Может быть, вы ему советы какие-то давали, или наоборот, он вам. О чем вы вообще общаетесь с братом, который является также вашим спутником, получается, в дзюдо? Ну да, но он тоже очень сильно так мотивирует своими Мгм. результатами. И я стараюсь так не отставать от него. Вы отличаетесь друг от друга по характеру? Или он такой же спокойный, как и вы? Нет, он такой харизматичный очень. Он полный... Да, Нет, ну вы он тоже эмоци- очень харизматичный. Ну, Что же вы такой так? эмоциональный он более. И он более общительный, да, наверное? Да, да. Я недавно читала одно из его интервью, где он говорит о том, что его единственная цель, ну, что-то вроде этого, недословно это цитата, в общем, его единственная цель — это жить так, как хочет именно он, и он будет делать то, что он хочет. У вас есть такое по жизни? Да, конечно, я хочу так добиться больших результатов Мгм. И жить так свободной жизнью. Мгм. Вот. А бывало ли такое, что, например, какие-либо советы тренера не работали? Или вот вы, когда готовитесь к бою, к поединку, вы настраиваетесь, вы сказали, что вы смотрите там видео различные. В любом случае, мне кажется, и тренер подсказывает, да, говорит слабые места вашего соперника. Бывало ли такое, что прямо на татами вы понимаете, что нет, все, что вы думали, все, о чем вы думали, все, что вы себе наперед напридумали, как вы хотели действовать, та тактика, которую вы выбрали заранее, она не сработает. Бывало такое вообще или нет? Ну, конечно, бывает, когда вот ты думаешь, что так надо, Мгм. и не получается, ты должен уже придумать план «Б». Да, и как Да. это? Расскажите о процессе. Как этот план «Б» возникает в вашей голове? Ну, уже как-то автоматически все так выходит. Я стараюсь так нарабатывать это все Мгм. во время тренировок, чтобы там на соревнованиях уже было легче намного. И у меня еще тренер, это мой дядя, который прям все знает Мгм. от А до Я, как я, ну, как сказать, как я настраиваюсь, Мгм. как найти ко мне подход. Мгм. Я ему, конечно, в этом плане очень благодарен. А он заранее предугадывает, как вы будете себя вести на ковре? Ну, когда вот, например, бывают моменты, так я неправильно немного атакую или Мгм. пассивно работаю, и он начинает так Кричать. кричать, да, вот так сказать. А то, вы что когда так на надо. татами, вы слышите то, что вообще кричат вам тренеры? Ну, подсказку тренеров, конечно, слышу, да. Это Мгм. тоже сильно помогает. Единственный, наверное, кого слышите, это тренера. Тренера еще там, когда орут тоже с трибун. Ну, а Ага. там стараюсь, конечно, не слышать их, Мгм. но доходит все это до меня. А приятно, когда вот скандируют ваше имя, например, при важных встречах, там «Соумон» кричат. Да, это, конечно, очень, знаете, так заряжает сильно прям. Мгм. Это вот именно было в Гран-при Душанбе. У нас просто нереально болельщики, наверное, нигде такого нет. У нас еще дзюдо, не побоюсь сказать, то, что это номер один вид спорта Мгм. нашей республики Мгм. сейчас. И очень любят болельщики именно борьбу. Многие, знаете, задали вопрос вам именно про Олимпийские игры предстоящие, которые пройдут в следующем году. И вопросы чаще всего звучат так. Как проходит тренировка, как проходит вообще подготовка к Олимпиаде, к Олимпийским играм? И уделяете ли время и свое внимание именно этому? Или пока вы заняты соревнованиями поменьше? Ну, конечно, вся подготовка проходит именно, концентрируясь именно на важных соревнованиях. Мгм. И тренировки у нас такие очень, ну, тяжелые. Мы, например, в 6:30 встаем, у нас разминка, зарядка, потом 10 утра ковер или тяжелая атлетика. Мгм. И в 5 вечера опять
ковер. Мы боремся или тоже так, ну, ОФП больше тренируемся, занимаемся. ОФП это... Это тоже тяжелая качка. Мгм. Скажите, вот вы сказали, что вам в Ханчжоу больше всего понравилась столовая. А у вас рацион какой? Меню свободное? Вы едите все, что хотите, или все-таки придерживаетесь диеты? Нет, я так газировки не пью, стараюсь жареное, жирное тоже не есть. Именно все, что полезное. Но в целом едите все, что хотите, и в любом количестве. Да. Поэтому вы поменяли весовую категорию. Да, вот последний год я боролся 73 килограмма из-за того, что уже тяжело было гонять. Я решил с тренерами, что пора переходить уже в 81. Скажите, вот в Токио в 2020 году на Олимпиаде вас поборол азербайджанец Рустам, и после Олимпиады вы виделись с ним, пересекались где-нибудь? Нет, я с ним, так пересекался, но я с ним не боролся на соревнованиях. На соревнованиях больше не боролись? За меня мой брат, так сказать, отомстил. Отомстил, да? Он его обыграл? Да, он вот на клубном чемпионате Лиги чемпионов, у нас есть Лига чемпионов и Лига Европы, там он его обыграл. У брата была двойная мотивация, да, наверное, из-за себя, из-за Самона. Это здорово. А если, например, нет, на предстоящих играх вы вряд ли с ним увидитесь, да, наверное, у вас уже другая весовая категория. И он уже завершил карьеру свою. И он уже завершил карьеру. Понятно. А общения вне татами у вас нет абсолютно никакого? Нет, мы так общаемся вне татами. На татами мы враги, как говорится, грубо говоря, а вне татами друзья. Вы друзья. Да. А поздравляете с победой друг друга? Вы его поздравили? Так, прям честно, мы так не общаемся. Все заканчивается поклоном. То есть после этого вы не общаетесь со своими соперниками? В плане, там, не поздравляете или не сочувствуете, если вдруг они проигрывают? Нет, есть такие, с кем общаюсь. А вот, конечно, после соревнований, там, если знакомый какой-нибудь выиграл, то поздравляю. А помимо наших спортсменов, наших дзюдоистов, с кем вы еще дружите в близких прям отношениях? Кого вы можете назвать другом из дзюдоистов из других стран? Их много. Так перечислять их тоже тяжело будет. Но в целом, получается, общение хорошее есть? Да, конечно, мы общаемся. Мы как друзья. Просто во время, когда ты выходишь на ковер, там уже ты должен победить любой ценой. Неважно, друг, брат или кто это. Хорошо. Следующий вопрос также связан с Олимпиадой. Вы поменяли весовую категорию, и, получается, соперники у вас будут сильнее, чем в предыдущий раз. Так же, как и вы, наверное, да? Вы уже тоже стали сильнее за эти несколько лет. Да, я тоже картошку не сажу. Да. И как вообще в целом подготовка к Олимпиаде? Вы уже примерно понимаете, с кем вы будете на татами? Примерно есть, да. Такие, кто в топе, примерно знаю, кто будет, как с кем бороться. До этого вы с ними не виделись? Не бились? Да, кто в топе сейчас, с бразильцем я боролся два раза я выиграл его. Тот же кореец тоже выигрывал его. Он тоже, да, наверное, кстати, будет на Олимпиаде? Да, он на тоже Олимпиаде. Будет, да. Потом есть грузин, я с ним еще не боролся, очень интересно будет с ним побороться. Японцы, они тоже такие сильные соперники. Да, соперники. У вас тактика японская? Да, потому что еще у меня есть тренер, сенсей Тамура. Он японец сам по себе, и у меня больше стиль, японский такой. И как вообще, сколько есть стилей и тактик в дзюдо? Больших. У каждого свой стиль борьбы. Самый популярный стиль — это вот японский стиль, это соответственно. Японский, да. Есть еще такие, грузинский такой стиль есть. Ага. А чем отличаются они?
Ну, японцы, они более такие на отвороте борются. Ну, отворот, то, что они в ближнем бою не дают, чтобы в ближнем бою бороться. А и грузины, наоборот, они в ближнем бою борются. То, что им ну, надо всегда затягивать и вот бросать. Они, ну, у них более зрелищный, но у нас более технично, японский стиль более техничный и тактический. У вас не было выбора, когда вы пошли в дзюдо, то есть вы сказали уже, что дяди, дзюдоисты, спортсмены, они вас тренировали с самого детства. А никогда не задумывались о том, если бы у вас был выбор, чем бы вы занимались? Ну, я в детстве сильно любил футбол. Прям так ни один обзор не пропускал таких матчей. Так, в детстве, наверное, больше хотел футболом заниматься. А потом, когда пришла любовь именно к дзюдо сильнее? Да, потом первые победы пришли уже, уже все. Они смотивировали, да, значит, продолжать заниматься? А у вас был выбор? Вот, например, если бы вы в детстве сказали, нет, я хочу быть футболистом, вам бы разрешили? Такого, конечно, выбора не было большого, потому что у меня дяди были тренерами. Ну, то есть нравится, не нравится, Сомонджон, ты будешь дзюдоистом. Да. Не жалеете? Нет, ни капли. Я, наоборот, им благодарен, то, что вот, такие результаты у меня сейчас, это благодаря им. А дяди сейчас вас поддерживают как-то? Да, у меня дядя прям звонит всегда, как поспал, как потренировался, даже когда его рядом со мной нет, что покушал. Прям под контролем все. Здорово, это очень круто. Расскажите, пожалуйста, о себе немного. Вот было много вопросов от наших подписчиков, от ваших. Где вы родились, где вы жили столько лет, где вы живете сейчас? Ну, я родился сам в Иркутске, в России. До 2 лет жил там, потом с родителями переехали в Душанбе. И до 7-8 лет я был в Душанбе. И уже 8 лет я с дядей, мы уехали обратно в Иркутск. И с 8 вот до нынешнего времени я жил там, в Иркутске. И занимаетесь тоже там? Занимаюсь там, да, учился там, школу закончил там, там тренировался. Сейчас последние полгода уже бываю здесь, в Душанбе, больше. А полгода последние вы тренируете здесь? Да, тренируюсь здесь. Здесь поменялась федерация. У нас сейчас новый президент федерации, это Исмаил Мамадзоир. Очень большой вклад делает в развитие именно дзюдо в республике. Вот как только он пришел, у нас появились такие результаты. У нас на каждом, как вы сами видите, на каждом шлеме, на каждом гран-при без медали мы уже не уезжаем. Да, это здорово. Я помню, как все радовались, когда он стал президентом федерации. Это круто. И скажите, пожалуйста, Сомон, где лучше тренироваться, здесь или в Иркутске? У вас уже есть с чем сравнить? Ну, тренироваться, конечно, мне комфортнее в Иркутске, потому что там все удобно. Там зал рядом. Дом, наверное. Да, питаюсь. Как-то уже привык. Плюс родные, близкие, друзья все равно, скорее всего, у вас вот там все. То, что минус такой, родители, то, что здесь. Ага. А родители не хотели переехать туда к вам? Нет, они как-то от Душанбе никуда не хотят. Ага. Понятно. А как вас поддерживают родители? Какие у вас с ними отношения, так как вы выросли, получается, вдали от них? Но тем не менее, наверное... Они меня всегда поддерживают, даже когда вот я проигрываю, они говорят, все будет, главное, терпи, трудись, все получится. Был у вас когда-то неудачный сезон? Да, конечно, было. Если я не ошибаюсь, в каком году это было? В 2021. 2021, да? Да. Так у меня не получалось, я так трудился тоже сильно, но что-то не хватало. И
всегда мне говорили то, что нельзя сдаваться, надо только двигаться вперед. А как вас поддерживают ваши там болельщики, я не знаю, в Инстаграме, например? Инстаграм очень популярная социальная сеть сейчас, у вас много достаточно подписчиков, и после того, как вы завоевали золото на азиатских играх, многие, конечно, писали вам поздравления, но тем не менее я знаю и обратную сторону медали, что когда что-то не получается, это обязательно все замечают и обязательно высказывают свое мнение. Бывало такое, что был натиск со стороны ваших подписчиков, там, например, или болельщиков, или поклонников? Ну, без этого никак, я думаю. Все равно да, найдутся люди, которые будут писать там всякие плохие гадости. слова. Да. Ага. Как вы на это реагируете? Я как-то так, знаете, уже все пропускаю. Мгм. И я понимаю то, что меня больше поддерживают, даже когда проигрываю, иногда бывает, тоже пишут слова поддержки. И, конечно, спасибо огромное. Это очень важно и ценно. Да, это очень чем мотивирует. Да. Так. Таким людям так хочется сказать спасибо большое, вы классные. А вы жили всю жизнь в Иркутске, поэтому, наверное, вам удобно всегда говорить больше на русском, да? Да, на русском мне как-то комфортнее. А как дела обстоят с таджикским языком? Сейчас уже так начинаю, ну, стараюсь уже больше так разговаривать на таджикском, конечно. Специально как-то учите, я не знаю, слова Ну, литературные, перевод? Читаю таджикский, просто немного так тяжело пока Понимаю, да. понимать именно. Мгм. Ну, стараюсь. Это круто. Да, желаем вам успехов. Надеемся, что через год-два вы спокойно уже будете говорить и на Да. таджикском языке. Но в целом очень многие заметили и, знаете, похвалили то, что вы знаете несколько языков. Вы там на азиатских играх еще на английском интервью давали. А у нас, к сожалению, не все могут хотя бы на несколько вопросов ответить на английском. И я видела, что мои коллеги из телевидения Вардиш прям даже делали сторисы в Инстаграм о том, что вот какой Сомон молодец, он и на английском, и на русском, и на любом языке может ответить, это круто. Ну, английский еще мне надо, конечно, потянуть. Я там просто немного так после схватки было, немного эмоционально было, и так плохо что-то сказал. Нет, ну зато вот даже это уже похвалили. Да, не, да так понимаю английский, вот именно разговаривать пока немного тяжело. А так все понимаю чуть-чуть, что говорят. Сомон, у нас было еще много вопросов от девушек. Спрашивают, когда женитесь, женаты ли вы? Нет, пока я не женат. Пока еще, честно, не думаю об этом. Вот Не вы до этого пока. и обрадовали, получается, и расстроили. Но, тем не менее, вообще планов на ближайшее время нет жениться. Потому что этот вопрос задают и мальчики тоже, на удивление. Да, меня тоже, честно, уже А достали с этими кайзан вопросами. мегири пурсена, кама кайзан мегира. Вот так и пишут. Да, я знаю. Так тоже говорю еще раз, сильно задаю такие вопросы, много очень. Дай бог, наверное, после Олимпиады уже. После Олимпиады в 2024. Если с золотом вернетесь. Давай с медалью. Все, договорились, будем следить за развитием событий в вашей личной жизни. Сомон, мы очень много говорили о том, как проходят ваши тренировки и вообще о вашей спортивной карьере. Расскажите, пожалуйста, какое у вас хобби? Чем вы занимаетесь в свободное от тренировок время? Ну, свободное тренировок время, я так стараюсь читать книги, потому что дзюдо — это не только сила, ты должен еще и думать головой. И смотрю там, бывают всякие обзорчики футбола и сериалы. Сериалы тоже люблю смотреть. Так, какие сериалы ваши любимые? Ну, «Флэш», там они такие фантастические больше. Ага. Или исторические фильмы люблю смотреть. Это исторический фильм о спортсменах или в целом об истории Нет, государств? в целом об истории, да. И спортсменов Есть ведь тоже биографии, люблю. там Да, спортсменов биопики. тоже. Вот Оппенгейм рассмотрели? Недавно вышел фильм один. Это тоже биопик про человека, который создал ядерную бомбу.
Нет, еще не смотрел. Нет, в кино прям очень часто показывали, он побил все рекорды по Не просмотрам. смотрел. Не смотрели? Буду знать. Ну вот, посмотрите, это не фантастика, но тем не менее что-то похоже на фантастику, но в реальном мире то, что происходило. Сомон, а музыку слушаете? У нас музыкальное радио, национальной музыки много. Любите послушать музыку? Так, особо я не слушаю музыку. А вообще нет, да? Нет, вообще нет. Кстати, когда у нас была музыкальная пауза, друзья, звучала песня Зулайхо Маматшоевой, новая «Хабиби». Я спросила у Самона, знает ли кто поет эту песню, на что Самон сказал, да, я видел у вас в сторис в Инстаграме. Мы недавно делали видео про Зулайхо, и вот оттуда Самон услышал песню и вообще узнал про певицу. У вас времени мало, да, к сожалению, насколько я знаю? Или вы вообще в целом не любите просто музыку слушать? Ну и времени мало, и, Мгм. и так музыку я особо не слушаю сам по себе. А бывает такое, что спортсмены перед выходом на соревнования, они заряжаются именно мотивационной музыкой, там, где вот эти все музыкальные инструменты, и барабаны, и гитара. У вас такого нет? Нет, наоборот, я хочу быть спокойным таким, прям чтобы Дзен, да, сконцентрироваться, да, Мгм. на предстоящей встрече. Так прокручиваю в голове, как может пройти встреча. Мгм. Понятно. И только об этом и думаю. Очень многие пожелали вам удачи и успехов. Есть еще один вопрос, связанный именно с дзюдо. Есть много больших соревнований. Это большой шлем, гран-при, где вы получаете медали, у вас очень много наград. Вот азиатские игры прошли. Для чего нужны все эти соревнования? Ну вот, знаете, большой шлем, гран-при — это рейтинговые очки. Они для того, чтобы собрать рейтинг для Олимпийских игр. Их бывает, в месяц как минимум один раз проводят каждый месяц. Мгм. А вот официальные старты — это Азия, азиатские игры, чемпионат мира, Олимпийские игры. Они намного важнее, я думаю. Потому что вот Азия проходит раз в год, азиатские игры Мгм. раз в 4 года проходят, а вот чемпионат мира тоже каждый год проходит. Эти очки тоже идут в рейтинг Мгм. олимпийский. Но по значимости эти турниры намного важнее, чем большой шлем, гран-при. Поскольку большой шлем, гран-при, еще раз говорю, проходит практически каждый месяц. Мичгона Самадова, наша знаменитая спортсменка, боксерша, когда прошла в следующий тур на азиатских играх, в полуфинал она прошла, то ли в финал, сразу же написали, что она выиграла путевку на Олимпийские игры. Про вас, про всех дзюдоистов наших, которые завоевали медали, это Бехрус, Тимур, вы, не было информации о том, что вот все, вы точно будете участвовать на Олимпийских играх. Почему? Ну, у них, может, потому что не бывает таких рейтинговых турниров Мгм. много. А у нас именно надо очки заработать. Ты должен быть в топ-19 лучших спортсменов Мгм. своей весовой категории, чтобы попасть на Олимпийские игры. На каком вы месте? Ну, сейчас на 12-м. До Олимпийских игр может измениться статистика? Да, дай бог, я хочу быть в топе, чтобы... Хотя бы в топ-10, да, Ну, наверное, попасть? топ-5. Или в топ-5, даже в топ-5. Да. Это здорово, отличная мотивация. Друзья, мне кажется, вы все получили ответ на вопрос, как же проходит подготовка к Олимпийским играм. Она проходит очень серьезно. И мы желаем вам, Сомон, попасть в топ-5 по рейтингу олимпийскому в своей весовой категории. Желаем вам вообще в целом удачи и успехов. Пусть все у вас будет хорошо. Если вы хотите что-то передать вашим болельщикам, если вы хотите дать совет, может быть, какой-нибудь начинающим спортсменам, то вы можете это сделать. Что бы вы вообще реально посоветовали спортсменам, которые только-только начинают свой путь, либо тем спортсменам, которые уже давно в спорте, но при этом сейчас они столкнулись с проблемой неудач? Знаете, главное ставить цели и постепенно к этим целям идти. Как говорят, когда есть цель и отыщется дорога. Мгм. И, конечно, будут трудности. Главное не сдаваться и всегда идти вперед, несмотря ни на что. Мгм.
Спасибо большое. У нас просто были такие вопросы от подписчиков. Скорее всего, кто-то сейчас находится просто в трудной ситуации, и ему нужны были эти слова. Или ей. Спасибо, Сомон. Значит, следующие у вас схватки уже будут в Абу-Даби. Да, следующий старт у меня в Абу-Даби будет, дай бог. Удачи и ждем вас вновь с медалями. Спасибо. Спасибо большое за приглашение. Было очень приятно. Взаимно. Нам тоже было очень приятно. Спасибо, что пришли. Друзья, это было интервью с Сомоном Махмадбековым, замечательным человеком, крутым дзюдоистом и чемпионом азиатских игр в Ханчжоу 2023. Спасибо, что были с нами. Друзья, те, кто не успел послушать полностью интервью, вы можете его, естественно, увидеть в Ютубе. А также хочется отметить, что новый сезон нашей рубрики «Звездный час» поддерживает напиток XL Energy. Вы можете приобрести XL Energy. Обязательно под крышкой посмотрите код. Этот код можно зарегистрировать по определенному номеру. И далее вы сможете выиграть либо телефон, либо даже машину. В общем, все подробности будут позже в описании к видео в Ютубе. Либо у нас на волне 94.4 FM. Каждый час идет реклама от XL. Спасибо, что были с нами. До свидания. Услышимся. Бодрое и веселое утро вместе с Салом Хамсадо.